Это программа «Актуальное интервью». В студии работает Анастасия Кобызева. В Якутии большинство заболевших коронавирусной инфекцией выздоровело. Преимущественно болезнь протекает в легкой форме. Однако у тех, у кого имеются хронические заболевания, процесс выздоровления и полного восстановления может затянуться. Кому обязательно нужна реабилитация, какие условия для этого есть в лечебных учреждениях и на какие тревожные симптомы нужно обратить особое внимание. Об этом мы поговорим с главным врачом Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава Якутии Кюной Назаровой. Кюна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Коронавирусная инфекция до конца не изучена. На что на сегодняшний день известно, на что нужно обратить внимание и какие есть последствия? Появление COVID-19 и распространение его по миру поставило перед специалистами здравоохранения задачи, которые доселе они не были решаемыми. Да? И в настоящее время сведения о эпидемиологии, клинических особенностях и лечении накапливаются и обсуждаются специалистами в реальном времени. Информация о первичной и вторичной профилактике и медицинской реабилитации этого заболевания, она очень ограничена. Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением нового варианта коронавирусной инфекции является двусторонняя пневмония. И у 3-4% пациентов зарегистрировано развитие острого респираторного дистресс-синдрома. И в настоящий момент в мире сложилась ситуация, при которой достоверной профессиональной информации об оказании именно по медицинской реабилитации пациентам с COVID-19 недостаточно, так как это заболевание является новым и измеряется последними месяцами. 21 мая Союз реабилитологов Российской Федерации выпустила временные рекомендации медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции, согласно которого мы начинаем свою работу. Рекомендации, представленные документы, они базируются на материалах по медицинской реабилитации пациентов с COVID-19 на различных этапах оказания специализированной медицинской помощи, опубликованных специалистами Всемирной организации здравоохранения, и анализы отчетов клиник, которые занимаются именно коронавирусной инфекцией именно в реальном времени и в данный момент, а также на результатах клинических исследований, проведенных ранее и посвященных реабилитации пациентов именно с ПИД-синдромом, то есть последствиями интенсивной терапии и респираторным дистресс-синдромом взрослых, не коронавирусной этиологии, которые у нас ранее существовали. А всем ли переболевшим нужно проходить реабилитацию? Кому обращаться за помощью в восстановлении здоровья? Рекомендация, конечно, начинать медицинскую реабилитацию именно с интенсивной терапии при достижении стабилизации состояния пациента. Далее завершение лечения в стационаре и на дому. И 15 июля вышло распоряжение Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия о перепрофилировании Балахского отделения медицинской реабилитации на 30-40 коек именно для больных, перенесших внебольничную пневмонию, обусловленную новой коронавирусной инфекцией. И недавно буквально Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения выпустило рекомендацию для поддержки самостоятельной реабилитации после болезни, вызванной COVID-19. Это очень хорошая, такая емкая брошюра, хорошо отработанная европейскими коллегами, и она содержит фактически все базовые реабилитационные рекомендации именно для взрослых, которые были госпитализированы по поводу тяжелого и средне-тяжелого течения заболевания. Туда входят купирование одышки. И, как правило, после выписки из больницы пациенты часто испытывают одышку, и там прям прописано, какие упражнения делать, как ложиться и так далее. Да? То есть есть физическое упражнение после выписки из больницы, которые являются важной частью восстановления здоровья. Также есть преодоление проблем, связанных с нарушением голосовой функции у тех пациентов, которым была проведена искусственная вентиляция легких.
А какие сейчас созданы условия и возможности в республике для реабилитации переболевших COVID-19? Ну, к сожалению, у нас плановых приемов пока нету по здравоохранению. Я уже говорила о том, что у нас открывается вот именно отделение медицинской реабилитации на 30-40 на базе Абалахского отделения медицинской реабилитации, где мы сейчас уже начинаем принимать пациентов со всей республики. Это будут пациенты со стационаров, а также с поликлиник по направлению. А вот можете рассказать о восстановительных процедурах, которые вы предлагаете в центре? В центре у нас будут, согласно этим методическим рекомендациям, которые выпустил Союз реабилитологов, это лечебная физкультура в основном, физиолечение, механотерапия, массаж и так, ну, все упражнения, так как у нас теплое время года, мы можем это проводить на улице. А можно ли самостоятельно выполнять какие-либо упражнения, процедуры, чтобы улучшить состояние своего здоровья? Конечно, можно. И я бы хотела вот сделать акцент именно на ту брошюру, которую выпустила именно вот европейская оригинальная, о чем я говорила, бюро Всемирной организации здравоохранения. Да? И вы можете увидеть те упражнения, которые делаются именно правильно. Правильно именно для тех, которые перенесли пневмонию, небольничную пневмонию. А как долго может восстанавливаться здоровье после перенесенной болезни? От чего это зависит и на какие факторы нужно обратить особое внимание? Конечно, те пациенты, которые перенесли тяжелую форму заболевания, они будут восстанавливаться очень долго, да, так как, опять же, я делаю акцент на то, что это заболевание не так изучено, и фактически все это делается в реальном времени. Мы даже не можем точно сейчас сказать, какой период это будет восстановление на самом деле. А вообще, как часто к вам, как врачу, обращаются переболевшие COVID-19 и какие главные советы вы им даете? В последнее время участились звонки именно по медицинской реабилитации. Люди, которые хотят восстановиться правильно. Да? То есть сейчас у нас очень много информации, которую можно увидеть в Ютубе и так далее. Они хотят знать, на каком сайте это увидеть, или как можно телемедицинскую консультацию получить по тем или иным упражнениям и так далее. Да? Допустим, если в основном звонят родственники, у которых были тяжелые течения, которые лежали на ИВЛ, ну, для них есть много вопросов. А какие меры профилактики вы советуете тем, кто не сталкивался с коронавирусом, чтобы не заболеть? Конечно, остаются те же рекомендации, которые были изначально. Это соблюдайте дистанцию, мойте руки, избегайте мест скопления людей, закрытых помещений, надевайте маску, где это рекомендовано. Будьте здоровы и берегите себя и близких людей, а также медицинских работников, которые для вас работают. Кюна Николаевна, большое спасибо за беседу. Будем надеяться, что в скором времени коронавирусная инфекция все-таки уйдет. О последствиях коронавирусной инфекции и реабилитации мы говорили с главным врачом Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной медицины, главным внештатным специалистом по медицинской реабилитации Минздрава Якутии Кюной Назаровой. Оставайтесь с нами.